Многочисленные научные исследования доказывают, что грудное молоко защищает детей и матерей от опасных заболеваний и способствует повышению коэффициента умственного развития ребенка. Через грудное молоко малышу передается иммунитет матери. Дети реже болеют заболеваниями дыхательных путей. Оно также предотвращает развитие ожирения и сахарного диабета. На этапе постановки на учет в женской консультации каждая женщина имеет возможность узнать о пользе грудного вскармливания, а также очень важно заранее иметь представление о том, как правильно наладить этот процесс, какие могут возникнуть сложности и к какому специалисту можно будет обратиться за помощью и консультацией. Для ребенка это важно тем, что, во-первых, молоко всегда стерильно, оно доступно, оно нужной температуры, оно всегда под рукой, оно практически на 100% усваивается. Правильно формируется прикус у малыша, который находится исключительно на грудном вскармливании. Правильно формируется речевой аппарат, это связано с процессом сосания непосредственно. Дети быстрее растут, лучше развиваются. Во-вторых, также, формируется очень тесный контакт психоэмоциональный между мамой и малышом. Дети становятся более спокойными. Женщины это знают, и, естественно, они хотят кормить в пользу малыша. Но это также хорошо и для мамы непосредственно. Для мамы это, во-первых, это хорошая профилактика рака молочной железы и рака яичника в будущем. Я всегда своим пациенткам говорю, что абсолютно доказано, что женщина, которая кормит своего малыша длительно, до года, она будет в большом процентном соотношении надежно защищена от этих грудных заболеваний. В рамках программ по поддержке раннего развития ребенка, которое является самым важным периодом, грудному вскармливанию уделяется особое внимание. Важная ступень – информирование и создание условий для того, чтобы у матерей была возможность и знания для организации этого процесса. Детский офис ООН в Абхазии уже на протяжении многих лет активно работает и поддерживает педиатрическое и гинекологическое сообщество Абхазии. Мы пытаемся предоставить им доступ к международным различным практикам и стандартам и содействовать им во внедрении тех или иных практик, которые связаны с повышением качества и эффективности в плане оказания помощи по линии здоровья матери и ребенка. Для нас также важно параллельно и работать с осведомлением населения, и по мере возможности, чтобы кормящие мамы, ощущая поддержку общества и семьи, могли оказать должное внимание своим детям, в том числе и по грудному вскармливанию. В этом месяце у нас выходят 2 брошюры. Они адаптированы под аудиторию абхазскую. Тем не менее, они несут в себе все международные стандарты и методику, связанную с грудным вскармливанием и с введением прикорма с 6 месяцев и до года. Адаптация брошюр проходила совместно с местными специалистами. Также привлекались международные специалисты. И нам отрадно отметить, что у нас есть полное понимание со стороны женских консультаций, роддомов, родильных отделений и поликлинических служб в плане распространения этих брошюр. Они будут распространяться бесплатно при, скажем, выписке мамы с роддома, при становлении ребенка на учет в поликлинике, либо при становлении беременных женщин на учет в женских консультациях Абхазии. Поддержка практики грудного вскармливания важна на всех уровнях. Это длительный процесс, поэтому мамам необходимо место для его осуществления и поддержка как дома, так и в обществе. Создание благоприятных условий для грудного вскармливания, помимо прочего, включает в себя и обустройство благоприятной городской среды для поощрения самого процесса. Наш город не лишен ряда обстоятельств, затрудняющих жизнь молодых кормящих мам. Например, в Сухуми нет специально отведенных мест для матери и ребенка, при этом их необходимость отмечают эксперты. Такие места должны быть отведены. Почему? Как вы правильно сказали, люди живут в разных местах. Кто-то хочет гулять на набережной, а набережная, допустим, далеко. Я думаю, что сегодня на всех уровнях должна быть оказана помощь мамам молодым в этом вопросе для того, чтобы поддерживать грудное вскармливание. Это не только консультации, но и места, которые будут отведены, чтобы женщина могла в тишине, в спокойствии кормить своего малыша, не отрываясь на то, чтобы ей надо поехать, например, домой.
В ЮНИСЕФ говорят, что в первую очередь стараются отвечать запросам общества, а не навязывать свое видение. В вопросе организации специально отведенных мест для грудного вскармливания важно учесть мнение всех сторон – медиков, горожан, но самое главное – мам. У нас сейчас идет интенсивная фаза консультации как с руководством города, с администрацией, так с врачами, так и с мамами, чтобы мы совместно могли бы определить, что мы могли бы вместе придумать. Должны ли такие точки иметь место быть в городе, не только в столице, но и в остальных городах и местностях, и насколько общество к этому готово. Потому что ничего искусственного мы навязывать не хотим. Я думаю, что самые главные процессы, скажем так, они уже имеют место быть. Другое дело, насколько кулуарно и некомфортно это происходит. Там, поменять ребенка в машине, если есть машина, да, или зайти в кафешку к знакомому. Ну, наверное, это не совсем удобно. То, что это абсолютно неудобно, подтверждает многодетная мама Асида Матуа. Девушка делится своим опытом и вспоминает, как непросто быть одновременно кормящей и мобильной мамой в Сухуме. Все трое детей находились на грудном вскармливании. Что касается прогулок, то это была основная проблема. Потому что, естественно, дети до года, у них нет особого режима, и поэтому они едят по своей прихоти. Поэтому я, как правило, не выходила далеко от дома, то есть все мои прогулки, они были вокруг дома, потому что при необходимости, чтобы вернуться скорее домой, покормить ребенка, переодеть его, возникают сложности именно потому, что негде покормить, негде переодеть ребенка. Рассуждая о возможном появлении специально оборудованных мест в столице для мамы и ребенка, Асида Матуа отмечает. Я думаю, что это великолепная просто идея, потому что буквально на прошлой неделе я предложила своей подруге прогуляться по берегу, но что я услышала, у нее ребенок новорожденный, и она сказала, я не могу, когда он проснется и захочет есть, я не знаю, поэтому я пока никуда не выхожу. Важно подчеркнуть, что сама идея находит понимание и в столичной администрации. Как говорит заместитель главы администрации Сухума Астамурашуба, главное – создать благоприятную среду для всех жителей города. Администрация города ежедневно занимается вопросами, связанными с удобной жизнью горожан в городе Сухум. На сегодняшний день есть инициатива, которая подразумевает как обустройство специальных мест для кормящих мам. Да? И мы поддерживаем эту инициативу, потому что на сегодняшний день в нашем городе нет условий для того, чтобы удовлетворять потребности вот этого слоя населения, да, именно кормящих мам. Они хотят гулять, проводить время на берегу, но на сегодняшний день возможностей для того, чтобы необходимые процедуры провести с младенцем, у них нет. Проект находится на стадии обсуждения, предстоит определиться с локациями и многим другим. Но главное, что фундаментом для строительства подобных мест может стать только запрос и поддержка общества. Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Степан Мартиросян, Абаза ТВ.